Здравствуйте! В эфире новости в студии Султания Истакаева. Сегодня в программе. В школах республики прошел диктант ко Дню крымско-татарской письменности и культуры. Каковы итоги выездного совещания Госкомнатса в Черноморском районе? На один участок два хозяина. Решится ли спорный земельный вопрос? Крымчанка нуждается в дорогом лечении. Когда на полуостров вернется настоящая осень? Глава Крыма переименовал Госкомитет по делам молодежи в Госкомитет молодежной политики. Он начнет работу с 1 января следующего года. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительства Крыма. Также изменят название Министерства образования. Теперь региональный Минобр будет без приставки «молодежь», поскольку ведомство больше будет курировать вопросы молодежной политики. Совет крымских татар при главе республики Крым поприветствовал Эмина Сефершаева с победой. Спортсмен выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди молодежи, который проходит в Венгрии. На встрече борец рассказал о турнире и поделился своими эмоциями, а также поблагодарил соотечественников за гостеприимный прием. Депутат Госдумы Руслан Бальбек поздравил Сефершаева с высоким результатом и добавил: такой успех – большой вклад в развитие спорта на полуострове. Парламентарий подарил спортсмену картину «Древо жизни» с элементами крымско-татарского орнамента. Чтобы в доме был берекет, чтобы в доме была благость, потому что когда тыл защищен, тогда можно идти вперед, правильно? Надеюсь, тренерский состав только так и ориентирует. Проблемы благоустройства религиозных сооружений, ремонт дорог, газификация сел. Эти вопросы руководству Госкомнатса озвучили жители Черноморского района во время выездного совещания. Итоги встречи в сюжете Айши Шулаковой. Вот в таком состоянии нам передали здание после пожара. Имам села Кировская Черноморского района Рустем Зейтулаев показывает, каким раньше был молельный дом. Этому зданию более полувека. Использовали его как общежитие. Мусульманской общине села его передали только 10 лет назад после пожара. Здание полностью сгорело. Все было в копоте. Все стропила и шифер сгорели. Здесь ничего не было. Здание восстановили местные жители. Частично сделали ремонт, недавно провели электричество. Но еще многое предстоит сделать. Нужна помощь на дальнейший ремонт. Жители хотят еще построить минарет. О благоустройстве мечети сельчане рассказали заместителю председателя Госкомнатса Эльмару Мамбетову. Именно с этого объекта он начал выездное рабочее совещание. Еще летом жители 3 сел Черноморского района обращались в Госкомитет с просьбой посодействовать подключению электричества к их мечетям. Сейчас эти религиозные объекты передают на баланс муфтиата Крыма, а проблемы с электроэнергией уже решены. Такие учреждения духовные, как мечети, церкви и так далее, они не должны быть обесточены от электроэнергии. Если возникают вопросы, вы всегда можете обратиться к нам. Мы на связи, поэтому... И с Людмилой Николаевной всегда на связи. Решаются и проблемы с водоснабжением в селе Кировское. В ближайшее время в домах жителей появится качественная вода. Не по часам, как раньше, а круглосуточно. После замены водопровода перейдут к установке уличного освещения. Также согласуем установку уличного освещения на здание мечети. Это планируется в этом году, уже в ближайшее время. То есть в этом месяце, думаю, закроем этот вопрос. Основная проблема здесь дорога. Когда ехали, наверное, уже обратили внимание. Хотелось бы, чтобы ее подсыпали, потому что после дождей сюда добраться невозможно. Следующий объект выездного совещания – местное кладбище. Его не благоустраивали годами. Здесь нет воды, освещения и ограждения территории. По линии МинЖКХ на следующий год выделяются средства в объеме 3 миллионов. И мы планируем в 2020 году начать уже работы по благоустройству кладбищ. Это подъездные пути, это ограждение, освещение, водообеспечение. Жители уверены, проблемы в районе решаются. Здесь налажена обратная связь. Спасибо, что приехали, протянули нам руку помощи. Мы и в будущем планируем работать совместно в этом же направлении. А это Кировская средняя школа. Директор учреждения Лариса Полищук с гордостью проводит экскурсию гостям. В школе обучается почти 300 учеников из 3 близлежащих сел. В 2014 году школу полностью реконструировали, закупили новое современное оборудование. Парты по росту регулируются в зависимости от 1 класса и далее до 4. Заканчивается у детей. Вот они тут занимаются. То есть у нас нет уже старой мебели в том плане, что детям удобно, комфортно. Рассказывайте, как вы живете. Как в школе?
Кормят хорошо? Да. Тепло? Да. При школе построили модульный детский сад на 100 детей. Он начал работать в сентябре этого года. Мы, в общем-то, имеем такое здание, которое позволит нам закрыть очередь в дошкольные учреждения по Черноморскому району. Итоги визита подвели в администрации Черноморского района. Здесь обсудили проблемные вопросы и других сел. Эльмар Мамбетов рассказал, что после последнего визита в район есть положительные изменения. Например, в селе Водопойное будут строить школу. Ее уже включили в программу ФЦП. Также рассмотрели и вопрос размещения модульного спортивного зала. Районная администрация уже ищет подходящее место. Что касается проблемных вопросов межводительского сельского поселения, мы сегодня на совещании обсудили также вопросы проблемные. Это относительно газификации населенных пунктов, строительства дорог с твердым покрытием. В присутствии наших коллег с Крымавтодора, с ГУПРК Крым-Гасети, ГУПРК Водокрыма все проблемные вопросы обсуждены. Эльмар Мамбетов рассказал, что большинство вопросов по развитию инфраструктуры района практически решены. Оставшиеся вопросы внесли в протокол. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет, Черноморский район. В Крыму празднуют День крымско-татарской письменности и культуры. Сегодня проходят тематические мероприятия, открытые уроки, диктанты, выставки, концерты. Как написали диктант учителя и школьники симферопольских школ, расскажут наши корреспонденты. Перед вами лист бумаги. Этот диктант проводится в тестовом формате. Утро в Симферопольской школе имени Шрефа Шемьезаде начинается с диктанта. Ученики с 5 по 11 классы проверяют уровень знаний крымско-татарского языка и культуры. Третий вопрос. Какая самая большая пещера в Крыму? Пещера. 22 вопроса и 3 варианта ответов. Они о языке, культуре, топонимике, истории и обычаях крымских татар. Все это на родном языке. На все задания 10 минут, за каждый правильный ответ 5 баллов. Всего школьник должен набрать 100. Мне понравились вопросы по сказкам, названиям городов и главным праздникам мусульман. Сурия Баирова, ученица 8 класса, считает диктант интересным и познавательным. Нужно чаще проводить такие диктанты, потому что они укрепляют наши знания о нашем языке, о наших традициях. И поэтому для меня было несложно написать, и мне очень тоже понравилось. Диктант пишут дети разных национальностей. Ученик 6 класса Анатолий Ребедюк с легкостью прошел тестирование на крымско-татарском языке. Вначале вопросы идут слабые, а вот в конце уже идут более дорастающие и сложнее. И вот так отвечали. Диктант посвящен Дню крымско-татарской письменности и культуры. В республике его проводят впервые. Организаторы считают, что родной язык каждого народа – это основа национальной культуры. Я желаю всем нашим детям и взрослым жить под девизом, который завещал нам великий крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. «Фикрде, тыльде, иште, бырлик». Единство в помыслах, языке и деяниях. Свои знания проверили и взрослые. В Симферопольской школе имени Алими Абдынановой диктант написали педагоги и общественники. Это более 90 человек. Среди них и активист микрорайона Акмечеть Нариман Аблязизов. Сегодня он использовал знания, приобретенные за годы учебы в школе и университете. Показатель маленький того, что нам надо нашим языком заниматься, нашей историей заниматься и нести в наши массы, в первую очередь, крымско-татарского народа, познание языка. Вопросы к тестированию разработали методисты. Диктант проходит при поддержке Госкомнадзора. Организаторы надеются, акция станет традиционной и ее поддержат все регионы Крыма. Уверена абсолютно, что эта акция примет долгоиграющий характер. То есть этнодиктант, этот праздник, если мы будем проводить ежегодно на уровне региона, то в нем примут представители всех национальных школ Крыма. Их достаточно много, порядка 18. Результаты тестирования объявят сегодня вечером. Победителей наградят почетными грамотами. Айша Шулакова, Наджия Исаева, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. Дни крымско-татарской письменности отметили в библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Именно там хранятся произведения, написанные арабской вязью и латиницей, конечно же, современной кириллицей. В стенах библиотеки этот праздник отмечают уже 10 лет подряд. О богатстве и самобытности национальной письменности расскажет Фатиме Сейдаметова. Музыку из национального спектакля «Алтын Бешик» исполняет ансамбль крымско-татарских народных инструментов при университете имени Февзия Кубова. А ученицы школы имени Алими Абдынановой подготовили юмористическую сценку. Чапмуш, чапуш да, якалмаш. Эр ерыны чамыр япмаш.
такой позитивной обстановке День крымско-татарской письменности отмечают в библиотеке Гаспринского уже 10 лет. На полках старинные образцы национального письма. У нас почти 54 тысячи книг хранится. Большая часть из них – это издания довоенного периода. Здесь можно увидеть крымско-татарскую письменность, которая написана арабской вязью. Именно ее от первого и до последнего номера использовали в знаменитой газете «Терджиман». За последние 100 лет крымско-татарская письменная система менялась трижды. В 20-х годах прошлого века Советский Союз начал процесс латинизации. По этому поводу в Баку провели первый всесоюзный тюркологический съезд. Через 2 года после этого съезда, это в 1928 году, в Симферополе прошла Всекрымская конференция нового алфавита. Тогда было принято решение о переходе крымско-татарской письменности на латинскую графику. Ее наш народ использовал всего лишь 10 лет, пока Советский Союз не принял новое решение. Все народы под флагом Советского Союза, под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», все-таки стоит объединить под кириллографической такой графикой. И поэтому в 1939 году крымско-татарский язык, он тоже перешел на кириллическую графику. Несмотря на недолгую историю латиницы, ее успели внедрить даже в образовании. Например, это учебник по математике. Но возвращаться к такой графике бессмысленно, считает профессор кафедры крымско-татарской филологии в КФУ Лемара Селендили. С 1939 года по настоящее время издано очень много литературы. И в ближайшее время никто не будет тратить такие деньги, чтобы переиздавать это вновь, чтобы разрабатывать новые методики. На данном этапе нам нужно сохранить то, что мы имеем, и развивать ту систему языка, которая уже заложена. Именно над этим сегодня работают крымско-татарские активисты. Диляра Якубова презентовала артбук «Свадьба. Преддверие любви». В книге рассказываются традиции сватовства и свадьбы. Это новая семья будущей невесты. Мы показываем, что она еще скрыта, она в контурах. Ее еще не знают до конца, и только тогда, когда союз уже станет прочным, поймут, из какого дома взяли там невесту. Издание планирует подарить 15 лучшим библиотекам страны. В Совете крымских татар при главе республики рассматривают создание комитета по стандартизации крымско-татарского языка. Это позволит максимально сохранить народный колорит и нормировать язык всех средств массовой информации. У нас есть своя классическая история классического крымско-татарского языка. Нам нужно поднимать пласт языка, нам нужно бороться с варваризмами, со словами, которые вытесняют из нашего языка то небольшое богатство, которое мы сохранили, то, что мы смогли. Сегодня крымско-татарский язык – один из государственных языков республики. Его на уровне родного языка изучают школьники и студенты, а в детских садах работают билингвальные группы. Родной язык – неотъемлемая часть культуры нашего народа, и пока мы на нем говорим, он жив. Фатиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр скоро сменит название. С такой инициативой выступило его руководство. В интернете стартовало голосование, где на выбор 3 варианта имен великих крымско-татарских деятелей искусства: Ильяс Бахшиш, Умер Ипчи и Хайрия Мирзаде. Как проходит голосование, продолжит Эльмас Аблакимова. 3 известных крымско-татарских деятелей искусства. Совсем скоро в честь одного из них будет назван Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр. На страницах Крымско-татарского театра в социальных сетях стартовало открытое голосование. Любителям искусства предлагают выбрать новое имя из 3: Ильяс Бахшиш, Умер Ипчи и Хайрия Мирзаде. Большинство пользователей отдают предпочтение последнему. Все достойны, безусловно, но все-таки Хайрия Мирзаде. Хайрия Мирзаде – актер театра и кино, народный артист Крымской ССР. Больше всего он запомнился народу своей ролью легендарного и благородного крымского разбойника Алима Айдамаха в фильме «Алим» по сценарию Умера Ипчи. Это уже 2-й кандидат. Крымско-татарский писатель и драматург. Именно он ввел историческую драму на крымско-татарскую сцену. А вот что думает один из актеров театра. В нашей истории и культуре было много умных людей и патриотов своей родины, поэтому носить имя любого из кандидатов – честь для нашего театра. Но я считаю, Умер Ипчи больше всего подходит. Он был актером, режиссером и драматургом, к тому же руководил театром.
Мы провели опросы в Крымском инженерно-педагогическом университете. Там большинство принимает кандидатуру Ильяса Бахшиша. Ну, я думаю, что можно было бы присвоить композитора Ильяса Бахшиша, потому что он очень известный, талантливый человек был. Ильяс Бахшиш, он достоин. Он написал музыку к спектаклям «Арзыхыз», «Алтын-бешик», «Насредин Оджа» и «Бахчисарайский фонтан». В 1989 году участвовал в возрождении Крымско-татарского музыкально-драматического театра как художественный руководитель. Итоги голосования подведут 27 ноября. В этот день Крымско-татарский театр отметит свой 30-летний юбилей. Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Лилии Идрисовой срочно нужна помощь в дорогом лечении. У женщины онкологическое заболевание. Диагноз – рак легких врачи поставили полгода назад. Пенсионерка верит в спасение от страшной болезни и всеми силами держится за жизнь. Ее опора – дети и внуки. Однако сумма 2 миллиона рублей для семьи неподъемная. Репортаж Мухаммеда Зикиряева. Бывший учитель музыки Лейля с трудом, но с большим желанием играет на своем любимом инструменте – пианино. На первый взгляд и не скажешь, что эта женщина отчаянно борется за свою жизнь. Буквально полгода назад Лейле врачи диагностировали рак легких. У нее предпоследняя стадия, 3-я. Болезнь ежедневно прогрессирует и забирает жизнь у хрупкой, но целеустремленной пенсионерки. Сейчас ее поддерживает вся семья – муж, сын и 2 дочери. Мы были все шокированы и старались незамедлительно начать действовать, начать лечение, чтобы быстрее мама выздоровела. Сбор средств мы организовали совсем недавно, 5 ноября. На сегодняшний день собрано около 250 тысяч. Для полной реабилитации этих денег недостаточно. Лечение дорогостоящее, нужно 2 миллиона рублей. У семьи таких средств нет. Они уже продали машину и драгоценности. Планируем еще организовать благотворительный концерт, но для этого тоже нужны средства и время, организационный момент. И в течение полугода, конечно, накопленные финансы, которые у нас были, они уже все исчерпаны. В ход уже идет имущество. Диагноз аденокарцинома левого легкого поставили краснодарские медики и сразу же принялись за лечение. Женщина прошла 6 курсов химиотерапии, но это не дало результата. Болезнь стала прогрессировать и теперь охватила правую часть жизненно важного органа. Цифры те же самые, которые были в начале, когда я делала КТ, и сейчас. 6 химий, организм ослабленный, и нужно с этим что-то делать, что-то решать, потому что время идет. И остается единственное, что мне предлагает Турция. Турция предлагает, но это очень дорого. Со дня открытия крымско-татарской школы в селе Кольчугино Лейля Идрисова проработала 25 лет. Вот ее кабинет, яркий и просторный, а это, собственно, и инструмент, на котором играл преподаватель. В школе учителя музыки Лейлю Идрисову все поддерживают, ждут ее обратно на работе. В июне месяце узнали о страшном диагнозе Лилии Скиндеровны, но мы уверены в том, что она выздоровеет, вылечится. Мы всецело с ней, мы ждем ее, мы как можем помогаем ей и очень надеемся и даже не просто надеемся, а уверены в скорейшем ее выздоровлении и ждем ее обратно в наши ряды. Семья Идрисовых просит всех неравнодушных помощи. Деньги на лечение можно перечислить на карты, номера которых вы видите на своих экранах. Мухаммед Зикиряев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Жителя Керчи посадят на 12,5 лет за педофилию. По словам пресс-службы Ленинского районного суда, наказание подсудимый будет отбывать в колонии строгого режима. В ходе судебного следствия было установлено, что в начале 2019 года житель города Керчи, ранее неоднократно судимый за иные преступления, совершил на территории одного из сел Ленинского района действия сексуального характера в отношении малолетнего потерпевшего мужского пола 2008 года рождения. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.
6 участников крымской ячейки, запрещенной в России террористической организации Хизбут Тахрир, проведут от 7 до 12 лет в колонии строгого режима. Приговор был вынесен сегодня Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону. Они были задержаны в 2016 году, в суде свою вину отрицали. В Джанкойском районе в результате ДТП погиб 2-летний ребенок. Авария произошла накануне ночью на 10-м километре автодороги Яркая-Ястребки. По информации сотрудников ДПС, водитель потерял управление автомобилем из-за превышения скорости и вылетел в кювет. Всего в машине было 4 человек. Девочка была на руках своей матери на переднем сидении без удерживающего устройства. Все взрослые покинули место происшествия. Мертвый ребенок остался в машине. Женщина 1978 года рождения самостоятельно добралась до населенного пункта, откуда с тяжелыми травмами и алкогольным опьянением была госпитализирована. Скорую помощь вызвали увидевшие ее односельчане. В короткие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение водителя. Гражданин был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в совершении преступления. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Развитие Крыма в советские годы обсудили во время круглого стола в КИПУ. В мероприятии приняли участие историки и журналисты. С докладами выступили сотрудники научно-исследовательских институтов КИПУ и КФУ. Основные темы – социально-экономическое и политическое развитие Крыма в первой половине 20 века. Я, поскольку по первому образованию инженер-автомобилист, немного лучше других историков в этом понимаю, и я делаю анализ экономического состояния Крыма в период военного коммунизма, 21-23 год, как появились на смену артелям, кооперативам, пришли колхозы, как это все сказалось. На конференции обсудили развитие крымско-татарской культуры в довоенные годы. Первая книга на крымско-татарском языке вышла в 1612 году. Сегодня мы можем сделать следующий вывод, что эти книги являются весьма полезными для составления терминов, соответствующих отраслей на крымско-татарском языке. Сложный земельный вопрос в микрорайоне Марьино в Симферополе. На один участок сразу 2 правообладателя. Один зарегистрирован в 1991 году, а второй в 2016. Одна из сторон приняли радикальное решение сломать дом, который уже возведен на участке. Об этом наш следующий репортаж. Ты видел документ? Толпа окружила каменную постройку. В руках у некоторых кувалды и ломы. Люди кричат и ругаются. Через несколько минут раздаются удары кувалдой по двери. Агрессивно настроенного человека останавливает женщина. Ракушкой швырять в окна. Я бегала от одного окна к другому. Зашли домой, нас вышвырнули оттуда. Просто вышвырнули. 5 бугаев пришли и вышвырнули нас. Выбили окна и двери, снесли кухню. В случившемся Эрнур Велилаев, который живет там почти 30 лет, обвиняет Эльвиру Мустафаеву. Уверяет, она была на месте и руководила разгромом. Да, я была. Они меня не пустили на мой собственный участок. Была полиция. Сделала документы, правдивость моих документов. У них документы не действительно, не ксерокопии каких-то Советских Союзов. Человек не гражданин России, у него РВП, он гражданин Узбекистана. На каком основании он находится на этом участке и поле, никто не знает. Женщина оформила участок в 2016 году. То, что там кто-то живет, не знала. 1 ноября на заседании суд постановил провести экспертизу фундамента, чтобы узнать, в каком году его возвели. Это женщина, которая обладает документами на этот дом, говорит, что она построила этот дом в 2016 году. Этот дом был построен в 90-м году. И вот, чтобы определить эту экспертизу, надо сделать. Поэтому они пытаются всеми путями убрать это до фундамента.
Вот их цель, чтобы у нас не было доказательств, что это мы построили. Разрешение на застройку участков в 12 соток Эрнуру Велилаеву выдали в 1991 году. Тогда же он и построил здесь небольшую комнату. В 2000-м мужчина потерял паспорт. Затем на время уехал к больной жене в Узбекистан. Спустя некоторое время вернулся и узнал, что его участок принадлежит еще одному человеку. В суде присутствовали люди, соседи, которые подтверждали, что знают этого хозяина, знают, что он здесь живет, знают. А тут решение выдано на нового человека. Это противоправное действие. На решение не выдают. Эрнур Велилаев по факту нападения планирует подавать заявление в Следственный комитет. А кому по закону принадлежит земля и кто владелец дома, выяснить предстоит суду. Слушание пройдет уже в декабре. Ильмас Аблакимова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Подарок природы. Лето посреди календарной осени. Крымская погода радует теплыми днями. На прошлых выходных столбики термометров поднялись до 27 градусов с отметкой плюс. Это на 3 градуса больше рекорда в 2010 году. Что прогнозируют синоптики в ноябре? Сюжет Наджия Исаевой. В Крыму наступила по-настоящему золотая осень. Температура воздуха поднялась выше 20 градусов, а вместо сезонных дождей город согревает солнце. Поэтому крымчане стараются проводить свободное время на свежем воздухе и наслаждаются подарком природы. Гагаринский парк – одно из самых привлекательных мест отдыха для симферопольцев и гостей города. Юлия Лось приехала из Красногвардейского района, путешествует по Крыму со всей семьей. Пытаемся, даже вот школьница, 1 класс, пытаемся после школы, хотя бы с обеда, но время это провести на природе, на воздухе, пока в Крыму такая хорошая погода осенью. Ноябрь радует. Симферополец Иван Нестеренко предпочитает здоровый отдых и активный досуг на свежем воздухе. Часто играет в настольный теннис. Предпочитает это делать на открытых площадках. Все время, каждый день ходим сюда. Каждый день. Вот я, как пенсионер, после 3 до темна играю. Я смотрю, вы даже одежду уже скинули. Многие уже начали одеваться, потому что холодало. Да ну как играть в одежде? Тут не сыграешь. Надо наоборот раздеваться. Крымчане активно публикуют яркие осенние фотографии в социальных сетях. Одни выбирают город, другие – лес. Такой продолжительной сухой теплой погоды в Крыму не было с 1978 года. Ну, пока на текущей рабочей неделе похолодания не ожидается. Дневные температуры будут 19-24 градуса, ночные 8-13. Но немножко попрохладнее, чем выходные дни. Выходные дни вчера в Симферополе было 27 градусов. Это рекорд, это абсолютный максимум температуры был перекрыт по сравнению с 2010 годом. В 2010 году 10 ноября температура воздуха составляла 24 градуса. По прогнозам синоптиков, на выходных возможны температурные колебания. Днем 10-15 градусов, ночью 5-10 градусов тепла. Теплые осенние дни крымчане используют на максимум. Люди с семьями гуляют в парках и развлекаются под открытым небом. Синоптики уверяют, насладиться такой погодой успеет каждый. В ближайшие дни похолодания не ожидается. Наджия Исаева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго.